Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии. Космонавт Олег Кононенко отправляется с новой миссией на МКС, отложены ашхабадские гастроли Малого театра и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов награжден почетным знаком глав государств Центральной Азии. Национальный лидер туркменского народа, обратившись к руководителям дружественных стран, выразил искреннюю признательность за вручение ему этой высокой награды. Как отметил председатель Халк-Маслихаты, эту почетную награду он расценивает в качестве символа глубокого уважения к туркменскому народу, признания вклада Туркменистана в упрочение добрососедских, братских отношений между государствами Центральной Азии. Президенты Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по итогам состоявшейся в Душанбе 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии приняли совместное заявление, в котором подтверждается готовность сторон к дальнейшему полноформатному сотрудничеству. Помимо этого, в рамках саммита подписано соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, Душанбинское коммюнике первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии, соглашение между государствами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики, а также принято положение о Совете национальных координаторов по делам консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Сегодня на МКС отправляется ракета-носитель «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24». На борту герой Туркменистана, инструктор, космонавт, испытатель, командир отряда космонавтов Роскосмос Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, астронавт НАСА Лорел О'Хара. По этому случаю национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов адресовал искреннюю благодарность Олегу Кононенко и всем людям, связавшим свою жизнь с космонавтикой, за самоотверженный труд, от которого зависит развитие всего человечества. К 78-летию победы в Великой Отечественной войне в Туркменистане издано дополненное второе издание 4-го тома книги «Память». Этот историко-документальный труд посвящен туркменским воинам, павшим в боях с фашизмом в 1941-1945 годах, а также пропавшим без вести. Издание открывает поздравительное обращение президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю знаменательной даты. В своем обращении глава государства отметил, что туркменские воины плечом к плечу с представителями братских народов проявили беспримерную доблесть, стойкость и подлинный героизм на полях сражений. Туркменский судостроительный завод «Балкан» и корейская компания «Ксайт» подписали контракт на строительство 2 сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн. Этот проект реализуется в рамках постановления президента Туркменистана о дальнейшем развитии национального торгового флота страны. В рамках контракта корейские специалисты будут обучать туркменских коллег технологиям судостроения. Также на заводе «Балкан» внедрят современную систему менеджмента качества. Проектные работы будут проводиться с учетом высоких стандартов безопасности и защиты окружающей среды. Ожидаемая ашхабадцами встреча с коллективом старейшего театра России Государственно-академического малого театра откладывается. Как сообщили в Министерстве культуры Туркменистана, гастроли не состоятся по техническим причинам. Напомним, гастроли планировались с 18 по 22 сентября на сцене главного академического драматического театра имени Сапар Мурата Туркменбаши. Предусматривался показ туркменской публике 2 постановок спектаклей «Вишневый сад» и «Женитьба». Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать ассоциацию средств массовой информации государств Центральной Азии. Выступая на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Рахмон отметил, в последние годы резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации. Медиапространство заполнено самой разной, порой противоречивой и искаженной информацией о положении дел в регионе. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы подлинной дружбы и сотрудничества, основанной на реальных фактах, а не домыслах. На Мексиканском конгрессе представили мумифицированные тела 2 инопланетян, якобы найденных в шахте на территории древнего города Куско в Перу. Руководитель исследовательской группы, представивший останки инопланетян, сообщил, что они при жизни не относились к человеческой популяции, а их ДНК расшифрован только на 30%. Ранее тела исследовали в Национальном автономном университете Мексики, где сообщили, что останкам примерно 1000 лет. Тела инопланетян имели трехпалые кисти рук, вытянутые черепа и шеи, у них не было зубов, а кости оказались легкими, как у птиц.
В Ашхабаде продолжается чемпионат Туркменистана по теннису. Соревнования проходят на теннисных кортах при многофункциональном стадионе Ашхабад. В турнире участвуют лучшие теннисисты страны в разных возрастных категориях. В категории старше 18 лет среди мужчин в полуфинале Юрий Рагузский встретится с Хаджимуратом Чарыевым, а Мейлис Оразмухамедов сразится с Алтымуратом Курбановым. Среди женщин в финале встретятся Илима Гусейнова и Сабрина Рахманова, а за бронзу поспорят Рожан Караджаева и Айша Бикбулатова. В товарищеских матчах против Индонезии и Бахрейна главный тренер сборной Туркменистана Мерген Оразов дал шанс проявить себя молодым игрокам и проверил ближайший резерв команды. В матче с Индонезией дебютировали два футболиста Ахала, полузащитник Алибек Абдрахманов и нападающий Язгалыч Курбанов. Оба игрока вышли на замену во втором тайме. В игре против Бахрейна с первых минут на поле появился защитник белорусского энергетика БГУ Вепа Джумаев. Для него этот матч стал дебютным в сборной Туркменистана. На стартовавшем в столице Таджикистана международном турнире по плаванию пловцы Туркменистана завоевали 4 медали. В женской эстафете 4 на 100 вольным стилем Валерия Миренская и Огулмерджен Нураева в составе объединенной интернациональной команды завоевали серебряную медаль. Вместе с ними на пьедестал почета поднялись две пловчихи из Казахстана и Таджикистана. Валерия Миренская также выиграла бронзовую медаль в плавании на 50 метров баттерфляем, а Огулмерджен Нураева в заплыве на 50 метров брасом. Еще одну бронзовую медаль завоевал Курбан Хоммадов в плавании брасом на 200 метров. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.